Все эти проблемы возникали с программой грантов. Программа грантов – еще одна тема, гранты начинающим предпринимателям, невозвратные деньги, по которой, я считаю, федеральное ведомство допустило серьезную ошибку. Я был убежден в этом раньше, говорил об этом не раз, повторю это сейчас в статусе министра. Бесплатные деньги никакого отношения к поддержке предпринимательства и к развитию предпринимательства не имеют. Что касается слова «безоткатный», знаете, я могу совершенно точно сказать, что в период моего присутствия в этой структуре ничего подобного никогда быть не должно. Я при этом не исключаю, что есть определенные жучки, как в свое время судьи в советской второй лиге, которые брали деньги из той и с другой команды, футбольные судьи, я имею в виду. Потом судили, как получится, по результату одному возвращали деньги, да, и на этом заработали. Уже сейчас до меня доходит информация, что кто-то говорит о 30%, которые якобы можно оставить, чтобы повлиять на решение. Нельзя повлиять на решение. Никак нельзя, кроме как участвовать в реальном конкурсе, в открытом и честном. Чтобы избавить людей от сомнений, есть идея такая. Я дам телефон горячей прямой линии 92 70 60. Заработает он с начала следующей недели, с первого дня приема документов. 92 70 60. Он будет в руках у моего помощника Марата Кокова всегда. Либо у меня, если у Марата по каким-то причинам это не получится. Я начну со своего отношения к Сочинскому форуму, и это ответит на многие другие вопросы. Во-первых, нигде не дожали по одной простой причине. Вот представьте себе рынок, в котором 95% людей продают свои товары, и только 5% праздно блуждают, не то что в надежде что-то купить, а потому что их попросили походить, и, может быть, вы что-то купите. Сочинский инвестиционный форум, да простят меня коллеги из Краснодарского края, является собой не больше, чем выставку. Реальных инвестиций на Сочинском инвестиционном форуме в процессе, скажем так, 2-3-дневного общения привлечь невозможно. Всеобщей эйфории по поводу того, как хорошо, что против нас ввели санкции, я не разделяю. Не схожусь в этом ни с позиции федеральных каналов, ни с позиции, возможно, федеральных властей. Единственный плюс, который в этом есть, в том, что на самом деле ментально российский народ устроен таким образом, что чем хуже, тем лучше. Да? То есть он мобилизуется, какие-то внутренние резервы раскрываются. Это единственный плюс. А СВ не будет легко, могу это повторить. Я думаю, что агентство по страхованию вкладов уже это почувствовало. В Осетии легко не будет, легко быть не должно. Вот. Опять же, результат гарантировать не могу. К сожалению, никто не может гарантировать результат, но есть вещи, в которых процесс важнее результата. Вот процесс нахождения рядом с предпринимателями, процесс понимания предпринимателями, что они не оставлены один на один с этой ситуацией, на мой взгляд, он должен показать как минимум будущим поколениям предпринимателей, что если что-то случится, то рядом с ними кто-то будет. Систему практически убили, да, осталось 2 местных банка. Напуганных сейчас, одному из испытывающих нехватку ресурсов, естественно. Эту нишу сейчас никто не восполнит. Федеральные банки, их филиалы, очень тяжелы в принятии решений. Они вогнаны в некие рамки своими инструкциями, ни вправо, ни влево не повернешься. Я полагаю, что нам в ближайшее время удастся помочь запуститься заводу «Салют» Бесланскому. Нам не надо рассчитывать на какую-то одну отрасль, иначе мы попадем опять, как Россия находится в нефтяной зависимости, мы попадем в алкогольную. А отрасль это непрозрачна. В ней нет совершенно понятных, как этого бы хотелось, правил ведения бизнеса. То есть, грубо говоря, они есть, но они, вам это, наверное, хорошо известно, глубоко личностные. Они завязаны на лицензиях, на определенной схеме их получения, на акцизных марках, на каких-то сложностях, на налоговом законодательстве, в конце концов. На моей памяти, не министерской, а предпринимательской, налоговое законодательство по тем же акцизам принципиально менялось несколько раз в течение 2-3 лет. То есть сначала 80% республиканский бюджет, потом 20% федеральный, потом наоборот. Да, как в таких условиях, когда у тебя акцизы, это бюджетообразующая статья, как планировать бюджет? Завтра поменяется законодательство, и ты вроде бы, ты чему-то радовался. Поэтому
как бы ни была хороша алкоголепроизводящая отрасль в наших воспоминаниях, не должны мы исходить из того, что это вот тот флагман, который нашу республику будет содержать. Если мы серьезно говорим о том, что Мамисон должен быть реализован, мы должны понимать, что федеральный бюджет должен на себя взять как минимум расходы по этим двум позициям. По, скажем так, ну пусть это будет не мост, по соединению дороги одной, да, Транскама, с той дорогой, которая ведет на Мамисон. Первая часть. Вторая часть – это канатки. Предлагаю подождать какой-то промежуток времени. Я полагаю, несколько месяцев. Думаю, что КСК находится сейчас в той стадии, когда, опять же, анекдоты приходят на ум, когда хочет, но не может. Стадия ожидания, в том числе и макроэкономических каких-то вещей. В стадии понимания того, что будет происходить с российским бюджетом. Будут ли деньги в должном объеме или нет. Все, что заявлялось ранее, мне кажется, если бы это была официальная позиция, это бы заявлялось как-то по-другому. То есть это бы заявлялось не обрывками на вопрос журналистов где-то в процессе каких-то иных медийных поводов, да, а было бы какое-то официальное заявление, которое бы свидетельствовало о том, что этого не получится. Честно будет, если мы спустя несколько месяцев это заявление получим. Если нам скажут, что федеральных денег на Мамисон тратиться не будет, тогда я буду предлагать пересмотреть всю ситуацию с особой экономической зоной и с пониманием этого курорта дальше. Он имеет ценность, на мой взгляд, еще раз говорю, вчера я еще раз внимательно изучил ситуацию на месте, имеет ценность исключительно как горнолыжный курорт. Я не могу назвать Мамисон самым красивым ущельем Осетии, я видел и лучше. Да, но горнолыжные склоны там на самом деле уникальные. Вот. К сожалению, горные лыжи спорт достаточно дорогой, и за деньги республики мы это не сделаем. Поэтому идея в том, что ждем несколько месяцев, потом я сам подниму эту тему, поймем наконец, что будет происходить с Мамисоном дальше. В ближайшие несколько месяцев до конца года мы подпишем 2 инвестиционных соглашения с 2 сетями гипермаркетов. Это Metro Cash & Carry, крупная европейская сеть, и Лента, сеть российская, тоже достаточно крупная. Это гипермаркеты продуктов питания. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов по обоим проектам. При этом Лента собирается строить 2 магазина, насколько я знаю, пока во всяком случае. Соответственно, инвестиции могут отрасти до 3 миллиардов. Количество рабочих мест суммарное вместе с сопутствующими предприятиями порядка 1000.